Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Все ждем лета, радуемся теплу, цветению растений. Но у многих людей, по статистике, а это примерно треть населения Земли, именно в это время возникает аллергическая реакция. Как бороться с сезонной аллергией и какие есть современные методы лечения в арсенале медиков? Спросим у врача-аллерголога-иммунолога, профессора кафедры педиатрии мединститута СВФУ, доктора медицинских наук Ольги Ивановой. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Нашу беседу хотелось бы начать с того, как вообще в целом проявляется аллергия в начале лета и что чаще всего вызывает бурную реакцию организма в это время. В начале лета бурный рост патологии аллергии, аллергической патологии вызван прежде всего цветением деревьев. Если вы сейчас выйдете на улицу, вы видите красивые сережки у березы, пух у ивы. Все это в сухую ветреную погоду, которая, кстати, стоит сегодня, разносится на многие километры. И попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, на слизистую глаз, вызывает аллергическое воспаление. Человек начинает испытывать зуд глаз, першение в горле, щекотание в носу, выделение из носа. Это, конечно, ведет к мучительным симптомам этого заболевания. Кроме того, считается, что в Якутии не такое большое количество поллинирующих растений, но тем не менее береза и ива у нас встречаются повсеместно. Кроме того, вот поллинирующая сейчас береза имеет перекрест с рядом пищевых продуктов. Да? Если у нас у пациента есть аллергия на березу, то мы рекомендуем в период ее поллинации, это с середины мая до середины июля, воздержаться от косточковых фруктов, то есть тех фруктов, которые растут на деревьях. Это яблоки, груши, персики, сливы, абрикосы, черешня, вишня, слива, мед, также морковь, свежий картофель и орехи, миндаль, фундук, грецкие орехи. Вот на этот период воздержаться, поскольку все эти продукты имеют перекрест с пыльцой поллинирующих деревьев. А действительно ли, что с каждым годом растет количество аллергиков, в том числе среди даже детей? О чем свидетельствует статистика медиков? По данным медицинской и научной статистики доказано, что каждые 10 лет заболеваемость аллергическими заболеваниями возрастает в 2-3 раза. К сожалению, последние годы мы видим не только увеличение распространенности аллергических заболеваний, но также и омоложение лиц, которые страдают аллергопатологией. Да? Мы сейчас ставим иногда бронхиальную астму детям до 1 года. Мы вынуждены это ставить. Кроме того, по данным научных исследований выявлено, да, что в процессе жизни человека, мы меняемся в процессе своей жизни, и меняется та патология, которая у нас есть, происходит аллергический марш, то есть атопический дерматит может трансформироваться со временем в аллергический ринит или бронхиальную астму, к сожалению. Кроме того, по данным научным исследований было выявлено, что аллергия — это все-таки проявление болезни цивилизации, да, поскольку мы сейчас потребляем продукты с большим количеством консервантов, биологических добавок, мы получаем вакцины. В период пандемии было большое количество средств, со всеми мы с ними контактировали. Это тоже один из факторов развития аллергопатологии. А каковы основные причины аллергических реакций? Ну, это вообще любая аллергическая патология – это мультифакторное заболевание. То есть в развитии, формировании этой патологии преследуется множество причин. Первая причина – это генетическая. Считается, что если родители больны аллергией, то ребенок будет наследовать предрасположенность к этой патологии. Вторая причина – это питание. Поскольку мы являемся тем, что мы едим, да? Если мы потребляем такие продукты питания, как кока-кола, чипсы, жевательную резинку и так далее, да, то есть продукты заведомо химического происхождения, конечно, которые вызывают сенсибилизацию. Третья причина – это состояние здоровья, переутомление, стрессы, нехватка сна. Все это также ослабляет наш организм. Четвертая причина – это инфекции, которые переносит человек, и в соответствии с этим антибактериальная или противовирусная терапия.
Пятая причина – это окружающие факторы, да, ну, например, задымление или загазованность среды, в которой обитает человек. Ну и вот если мы говорим о лицах пожилого возраста, вот на своей практике клинической я сталкивалась с тем, что люди очень много принимают лекарств одновременно. Да? Например, при гипертоническом синдроме, при заболеваниях сердца люди принимают по 5-6 препаратов. Все это скапливается годами в кишечнике, конечно, формирует со временем ряд аллергопатологий. А что нужно для правильной постановки диагноза? Для правильной постановки диагноза нужно обратиться к врачу-специалисту, который определит аллерген. Это может сделать врач-аллерголог с специальными методами. Кроме того, врач-аллерголог назначит индивидуальную терапию. Именно в аллергологии она подбирается индивидуально. Если это заболевание хроническое, астма, аллергический ринит или атопический дерматит, пациенту будет предложена базисная терапия и какие-то необходимые методы исследования, которые позволят улучшить затем качество жизни пациента. Ольга Николаевна, давайте подробно расскажем, какие методы лечения существуют в принципе. Их достаточно много. Прежде всего, надо выявить аллерген и элиминировать его из среды пациента. То есть, если у пациента аллергия, допустим, на домашнюю пыль, следует убираться и делать влажную уборку в помещении 2-3 раза в день. Да? Если у пациента аллергия на клещи домашней пыли, надо убрать мягкий инвентарь из помещения. Если аллергия, допустим, на грибок, то убрать все домашние растения из помещения. И второй метод лечения – это назначение антигистаминных препаратов. Данный метод лечения хорош именно в качестве симптоматической терапии в период обострения. Следующий вид терапии – это базисная терапия, которая назначается планово 2 раза в год всем пациентам, которые страдают хронической аллергической патологией. Помимо этого мы предусматриваем такое лечение, как аллерген-специфическая иммунотерапия. Это прекрасный метод лечения, который позволяет добиться эффекта в течение 5, 6, 10 лет даже ряда пациентов. То есть мы вводим аллерген дробно, по нарастающей в течение месяца или 3 месяцев каждый год и формируем как эффект прививки. Да? То есть потом при встрече с аллергеном у пациента уже не будет той патологической реакции, которая была ранее. Следующие методы лечения – это применение стабилизаторов мембран тучных клеток, тоже мы применяем в нашей республике, в нашем городе, антиликотриеновых препаратов и применение новых препаратов. Это антицитокиновых препаратов. В нашем городе мы применяем такие препараты, как анти-ИГЕ препараты Таксолар и новый препарат Генолар, это Фазенра. А можно ли навсегда вылечиться и избавиться от аллергии, или все-таки это такое заболевание, которое хроническое, которое будет на протяжении всей жизни? Вы знаете, в течение всей своей жизни человек меняется. Это философское мировоззрение, но оно действительно отражает все то, что происходит с человеком. В течение своей жизни у нас меняется иммунитет, меняется среда обитания, меняется психоэмоциональный статус. И также меняется та патология, которая присутствует у человека. Если в детстве ребенок страдал атопическим дерматитом, то благоприятный период от 18 до 60 лет у него возможно клиническое улучшение. Но по мере приближения старости у него ухудшается, есть такой понятие, старческий иммунодефицит, да, то есть снижение ряда показателей иммунного статуса. У него формируется ряд своих заболеваний внутренних органов, и здесь может и обостриться ранее, бывшая в долгой ремиссии аллергическая патология. Но помимо этого она может и развиться гораздо раньше, если человек претерпевал переутомление, недостаток сна, стресс, то есть то, что присутствует в нашей повседневной жизни. Ольга Николаевна, у нас в повседневной жизни присутствует много бытовой химии. В продуктах является сейчас много пищевых красителей. Как быть грамотным потребителем и не заработать себе аллергию? Очень хороший вопрос. Всегда говорю своим пациентам, прежде чем покупать продукт,
Там, конечно, очень мелким шрифтом написан состав продукта. Надо избегать тех продуктов, в составе которых эмульгаторы, ароматизаторы, стабилизаторы, загустители, консерванты и масса другой химии. Поскольку все эти продукты, продукты, содержащие вот эти добавки продуктов, они все скапливаются в кишечнике с течением долгого времени, конечно, дают потом свое развитие аллергической патологии. Ну и, конечно, заведомо такие химические продукты, как Кока-кола, там нет натуральных веществ, жевательная резинка, чипсы, чупа-чупсы, сладости, ряд сладостей, да, следует все-таки избегать в своем повседневном питании. А есть ли какие-то способы облегчить свое состояние, если вдруг аллергия застала где-то на даче или на отдыхе? Ну, поскольку, вот я уже говорила в нашем интервью, что лечение в аллергологии сугубо индивидуальное, я рекомендую пациентам с полинозами, то есть той патологией, которая связана именно с поллинацией растений, в апреле обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу, пройти аллерготестирование, потому что у нас в процессе жизни меняется спектр сенсибилизации, иногда расширяется, иногда он, наоборот, сужается. Еще раз подтвердить действительно аллергию к данному заболеванию. Бывает она настолько выраженная, что мы рекомендуем в этот период поллинации сенсибилизирующего растения выехать даже за пределы республики, да, взять отпуск и поехать в более влажный климат. Или если он все-таки вот вынужден работать в городе и оставаться на даче, то получать базисную терапию или усилить симптоматическую терапию. То есть это уже определяет специалист. Ольга Николаевна, спасибо вам большое, что пришли и подробно ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо большое. Берегите себя. Ну, а я напомню, что сегодня мы разговаривали о том, как бороться с сезонной аллергией и какие есть современные методы лечения с врачом-аллергологом, иммунологом, профессором кафедры педиатрии мединститута СВФУ, доктором медицинских наук Ольгой Ивановой. Берегите себя и до новых встреч в эфире.